Так, да, готово. Здравствуйте, коллеги. Я представляю четвертый день мастер-классов. Сегодня 28 января 2021 года. И у нас очередная встреча. Сегодня нам свое видение работы акварельными красками показывает Носова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования Республиканского центра экологического образования. Тема ее мастер-класса «Человек-цветы». Я думаю, что тема будет очень интересна. У нас сегодня есть слушатели, они за кадром, но в любом случае в группе ВКонтакте мы всегда представляем материалы по итогам нашего мастер-класса. И я, как всегда, прошу оставлять свои комментарии, свои оценки, свои суждения, свои предложения в этой группе, потому что мы их впоследствии используем. Большое спасибо, приятного просмотра. Предлагаю тему Татьяне Владимировне. Итак, тема заявлена «Акварельный этюд. Образ человек-цветы». Откуда родился такой метод и способ рисования? Зима у нас большой отрезок времени занимает, черно-белый колорит в основном, и хочется наполниться. Утром уходишь на работу в темно, вечером приходишь с работы темно, и хочется наполниться цветами, энергией цветов, колоритом ярким. И поэтому предлагаю сегодня нам как метод попробовать данный вид техники, данный вид работы. Наполняться можно по-разному, наполнять образы можно по-разному. Цветы, природа, пейзаж, да, травы и так далее. Цветы в пейзаже, да, вот здесь работа представлена. Сегодня же я предлагаю выполнить работу наподобие такой, это как плетение трав, плетение цветов. Существует закономерность в природе, да, как растет трава, да, когда семечко сажаем в землю, оно идет по закономерности, как по спирали растут вот эти вот листочки, да, сначала маленькие, потом они чередуются, получается, по росту, вот, и можно будет сегодня попробовать данный вид техники, как примакивание, так и набрызг, и разные техники сегодня попробуем. Для работы нам понадобится трафарет. Трафареты можно брать в интернете, распечатывать и обводить, а также можно самим, кто посмелей. Но сегодня для экономии времени мы будем обводить трафареты. У каждого на столах они есть, кисти, тонкие, средние, толстые, краски акварельные, акварельная бумага, прикрепленная, да, к планшетам. И данный метод, еще хочется сказать, можно как в личной деятельности, так и в профессиональной деятельности с детьми, разнообразить творчество детей, творческий досуг и создать данные работы там как на женский день 8 марта, так и на День матери. Поэтому приступим непосредственно к работе. Итак, нам с вами нужно обвести данный трафарет, и берем карандаши, обводим, располагаем так, чтобы зрительно здесь немножко больше пространства оставалось. Так более композиционно будет грамотней. Поэтому располагаем и пространство немножко оставляем сверху. Да? Поэтому располагаем. Всем видно, да? Так, и обводим.
Сильно не нажимаем, слегка показываем силуэт, тот, который будем наполнять. Нет, не надо. Только контур. Нам нужен контур. Смачиваем кисть в воде и смачиваем краски. Сегодня нам понадобятся яркие краски. Это все цвета зеленых, изумрудный, светло-зеленый, также ультрамарин, синий, да, желтые тона, красные. Ну, в любом случае, рука сама будет тянуться к тем краскам, которые нам сегодня по настроению нужны. Поэтому будем краски, смачиваем их. Выбираем, начнем с тонкой кисти. Для того, чтобы создавать стебли, нам нужна тонкая кисть. Поэтому берем тонкую кисть, смачиваем в воде и делаем замес. Нам нужно зеленый, и можно смешать зеленый с каким-то другим цветом, например, охрой, чтобы получить какой-то более сложный оттенок. Такой получается цвет интересный. И следующие, те, которые растения следующие пойдут, мы будем менять цвет, чтобы у нас не было однообразно только, допустим, зеленым цветом. Будем разнообразно делать. Сделали замес. Замес должен быть хороший, много цвета, много воды. На палитре не жалеем. Набираем на кисть тот цвет, который у вас получился. И фиксируем кисточку снизу и ведем ровную полоску, не прерывая. Нажим ослабляем краям. И проводим такую ровную линию. Смотрите по своему образу. Растения предлагаю, чтобы не выходили за контуры. Сегодня обратите внимание, вот как здесь, да, растения не должны выходить за контур, так как мы наполняем образ. Высота должна быть такая, чтобы вам комфортно было, да? Сделали. Теперь тем же цветом можно придумать то растение, которое вы хотите. Я предлагаю сделать, ну, допустим, вот такие вот линии. Сначала один, потом чуть выше второй, да, как у нас обычно растут. Ну, примерно вот что-то такого плана. Можно теперь взять, допустим, тот же цвет и сделать какие-то листочки. Все нам в помощь сегодня кисточки. С помощью кисточек мы можем примакивать, просто прикладываем ворс кисти, прикладываем и делаем какие-то разветвления, может быть, какие-то листья. Какая это трава будет? Ну, может быть, у кого-то в голове уже образ травы есть. Можно фантазийные.
прикладываем. И выбираем тот цвет, который вам наиболее сегодня откликается, приятный. Допустим, ну какой? Давайте возьмем голубой. Также делаем замес с водой. И прикладываем маленькие, допустим, цветочки на концах предлагаю сделать. У кого-то, если пространство больше сверху, можете сделать один большой. Методом, также способом примакивания, прикладываем кисточку. Можно делать несколько лепестков. Да? У меня получается вот несколько цветов, соцветий на стебельках. Ну и куда еще можно? Давайте сюда. Самые простые способы сейчас мы с вами делаем. Далее можно чашелистники, чашелистники сделать. Это под цветами снизу можно сделать также способом примакивания. Ну вот, можно добавить какие-то удлиненные листья. Также фиксируем на стебле и от стебля ведем к краям листочки. Можно завитушки, спиральки. Следующее растение сделаем замес другого цвета. Давайте возьмем, допустим, изумрудный, немножко теплого добавим того замеса, который мы делали, немножко добавим вот в изумрудный и получим такой более нежный изумрудный цвет. Высота, смотрите, чтобы также высота не повторялась, да? Травы у нас не все одной высоты, да? Поэтому можно короче сделать или наоборот длиннее, да? Поэтому также фиксируем кисточку и выполняем, ну, допустим, вот немножко подлиннее. Такую вот волнистую линию, волнистый стебель у меня получился. Можно завитушечки сделать. Также от стебля ведем к краям концом кисточки, пытаемся сделать завитушки. На завитушках можно методом примакивания просто сделать такие листочки, разнообразить. Линию не прерываем, не забываем, чтобы линия у нас вот такие вот как горох, немножко вот с этими. Можно какой-то яркий цветок теперь сделать, например, карминовый цвет, там розовый можно взять.
также с водой разбавляем и выполняем, допустим, теперь такой в виде ромашки, да, прикладывая поочередно, и можно рядышком еще сделать в промежутках. Мы не рисуем, мы просто прикладываем и составляем, получается, такую вот композицию постепенно. Такой яркий цветок. Что еще можно сделать здесь? Можно еще добавить листьев. Можно несколько цветочков добавить, допустим, вот сюда. Если краски растекаются друг друга, вливаются друг в друга, наоборот, это интереснее будет читаться работа. Да, да, можете приподнять, немножко пошевелить, если хотите, чтобы краска в краску, они будут друг с другом общаться. Вот, например, у меня вот яркая розовая, красная с зеленой. Ну и давайте к следующему растению приступим. Ну, допустим, смешаем охру. Сделаем еще один цвет, допустим, просто охристый. Также ведем снизу вверх. Не забываем, чтобы растения у нас не одной высоты были, да. И ведем какую-нибудь такую вот линию. Нажим ослабляем постепенно. Когда ведем, ну, можно несколько, допустим, 2 стебля пустить. Работа небольшой, маленького формата, поэтому я работаю в основном одной кистью, да. Если работа уже более такого большого формата, там А3, А2, то можно брать кисти разных размеров. А вообще еще интересно брать флейцевые кисти, они тоже дают интересные формы. Флейц — это такая плоская кисть, и тоже можно им делать интересные формы цветов примакиванием, прикладыванием. Допустим, какой цвет? Давайте возьмем оранжевый с желтым, яркий какой-нибудь. Просто прикладываем флейцевые кисти.
по кругу. Куда еще просится? Может быть, сюда. Какие-то бирюзовые сердцевинки сделать. Просто кончиком кисточки. У меня первые практически уже высохли. И можно теперь работать с теми травами, которые мы создали. Можно теперь работать сверху, то есть дополнять данные травы какими-то элементами мелкими. Берем более насыщенный цвет и ведем, посмотрите, снизу вверх, допустим, вот сбоку, да, немножко, не по контуру самого стебля, а немножко сбоку. И поярче делаем также способом примакивания, прикладывания кисти, элементы, более четкий такой контур, придаем такую некую декоративность нашей работе. Также в цветах можно добавить более насыщенные элементы, какие-то полосочки, тычинки, концом тонкой кисти яркие элементы. То есть украшаем теперь свою работу композиционно, чтобы интересней было смотреть. Вот. Можно внутри большого цветка сделать еще один, как тычинки небольшие. То есть простым способом мы можем сделать более сложные работы. Здесь вот я немножко добавила холодных тонов. Листья снизу добавляем. Также снизу вверх.
То есть дорабатываем детали. Тем самым наполняя свой образ цветами, да, травами, наполняемся сами, заряжаемся энергией. Очень замечательно у всех получается. Здорово. Так. По просохшему желательно слою уже дорабатывать детали, да. У меня не везде еще высохло, но там, где высохло, я немножко добавляю уже элементы. Таким вот образом. Да, можно туда веточку какую-то добавить, а можно как ставить для фона. Ну и предлагаю сделать фон внутри образа, чтобы образ читался и смотрелся цельным, да, нам нужно сделать фон. Как делать фон? Конечно, лучше, чтобы оно у нас подсохло, но по времени, как у нас, Наталья Геннадьевна, да, смачиваем кисточку. Нам нужна, конечно, чистая вода, у меня уже не очень она чистая, но в любом случае покажу. Посмотрите, внутри образа мы смачиваем просто обычной водой и добавляем какой-нибудь нейтральный цвет. Можно голубой, можно желтый, какой вот вам хочется сегодня сделать. Вот и просто вливаем цвет, и он растечется куда ему надо. Он найдет себе дорогу там, где вы дали вот эту вот водянистую дорожку, воду, да, смочили, там она пойдет. И можно заполнить. Лучше, конечно, частями. Вот, допустим, сделали вот переднюю часть, да, лица, смочили и заполнили. Можно добавить там, допустим, ну, бирюзовый. Вот у меня синеватый, можно немножко бирюзу добавить. Что это у вас будет? Небо или трава, продолжение. Вот. И также постепенно работаем с этой стороны. То есть по контуру, там, где у нас остались белые места, поля, там мы добавляем, смачиваем водой и заполняем те пространства. Не задача у нас все полностью заполнить.
немножко, слегка дать фон, чтобы образ смотрелся, и заливать. Просто концом кисточки добавляем, прикасаемся, и цвет он сам пойдет. Можно немножко подвигать работу, да, чтобы цвета стекали, немножко растекались, да. Создаем такую атмосферу внутри. Снизу тоже посмотрите, чтобы разные длины были у вас листья, чтобы не было, ну, ощущения забора. И последнее, что вот практически вот образ у нас готов, можно тот фон, который у нас с краю остался, побрызгать, да, дать такое вот, заполнить пространство и немножко побрызгать. Какими цветами, опять же, смотрите, брызгать можно, смотрите, вот набираете на кисть краску, ту, которая нужна, с водой, и пальчиком указательным немножко такую вот создаем вибрацию, да, некую, и можно так, а можно с помощью кисти, вот кладете на стол и немножко постукиваете сверху. Те цвета берем, да, опять же, которые вам по настроению хочется, и по колориту, которые подходят. Посмотрите, у каждого своя работа, вот, индивидуальная, поэтому по сухому тот промежуток, вот этот, который остался, вот его мы наполняем, да. Брызгаем. Этот метод набрызг, он немножко соединит, да, все, и образ, и в целом композицию. Работа завершена. Моей задачей было показать данный метод, способ работы как для себя в своей личной, да, жизни, так и в работе, профессиональной работе, ну, допустим, с детьми, если вы работаете, да, просто посидеть, поиграть с детьми, порисовать легкие какие-то способы травы и наполнить данный образ цветами, травами. Всех благодарю за внимание. Очень было приятно работать. Наталья Геннадьевна, благодарю за предоставленную площадку, за то, что пригласили. Поэтому... Ну, у нас все участники педагогической вернисажа да, участниками мастер-класса. И я должна тоже еще отметить, что, собственно, вот эти способы и методы, они самые простые. А мы их изучаем и знаем с детства. Но правильное использование, скажем так, творческое использование этих приемов дает очень интересные результаты. Я сейчас, с вашего позволения, завершаю этот мастер-класс, и мы ждем вас на следующую трансляцию. Она будет после обеда в 14:30, и к нам придет учитель музыки и тоже проведет замечательный, интересный мастер-класс. Это Рогова Людмила Евгеньевна. Приглашаю к следующей трансляции. А по этой трансляции мы просим комментарии, отзывы, собственно, надо оставить в группе ВКонтакте. Спасибо большое. Благодарю. До свидания.